Почему Кыргызстан и Таджикистан стреляют друг в друга? Провели встречу Камчибек Ташиев с таджикским коллегой Саймумином Етимовым. Действительно ли из Объединенных Арабских Эмиратов прибыла гумпомощь для жителей Баткена? Все ответы на эти вопросы в нашем блоге. Кстати. Конфликт между жителями сопредельных кыргызских и таджикских сел начался 28 апреля в районе села Кокташ Баткенского района. Таджикская сторона в одностороннем порядке установила камеры наблюдения около водораспределительного пункта Головной. Кыргызская выступила против. Крики переросли в драку. Участники кидали друг друга камнями. Затем прозвучали выстрелы. 29 апреля к противостоянию подключились военные с обеих сторон. Аллах Акбар деп бақырып тасырға тұрып отады. Водораздел Головной полностью относится к кыргызской стороне. В сети появились архивные материалы строительства водораздела Головной. По информации, этот объект был построен в 1970 году и сдан в эксплуатацию в 1973 году. Объект построен на территории Ошской области по заказу Министерства сельского и водного хозяйства Кыргызской ССР Ошводстрой, Баткенского строительно-монтажного управления. Стоимость проекта составила около 384 тысяч рублей. Цель заключалась в разделении водотока на канал Кайырма и подводящий. Канал подводящий будет впадать в Тортгульское водохранилище, свидетельствуют архивные данные. Напомним, ситуация в районе кыргызско-таджикской границы Головной остается напряженной. Поверьте, мы знаем фактически в онлайн-режиме, где что идет. Все сообщения в соцсетях, они могут быть 2 часа назад, 3 часа назад, но это очень сильно нагнетает обстановку. Все на эмоциях. Ситуация непростая. Вчера договорились о снижении напряжения, отводе войск и начале переговоров. Давайте 1-2 дня сейчас вот эта работа пройдет. Таджикские власти неоднократно пытались достичь компромисса и завершить делимитацию границ. Получалось не слишком хорошо. Обе стороны жаловались на упрямство и нежелание уступать. Отдельно осложняло дело регулярная замена переговорщиков с кыргызской стороны. Председатель ГКНБ Кыргызстана Камчибек Ташиев провел переговоры с главой ГКНБ Таджикистана Саймумином Етимовым. Ташиев сказал, что провели встречу на нейтральной территории и что до вечера полностью стабилизирует ситуацию и больше не будет обстрелов. Таджикистан ГКНБ башчысы полковник Етимов Саймун Сатаровичмен бірнеше қызметкерлермен жолықтық. Бұйырса бәрі жақсы болады, шешеміз. Барлық әрекеттер, күш әрекеттер көрінеді. Президентimiz Садам Қожаев Жапаровпен біргелікте ал кісінен оның көрсетмелерінің негізінде барлық мәселелер шешіліп жатыр. Құдай бұйырса, бүгін кешке дейін алды толық тоқтатылып күтеміз. В Кыргызстан из Объединенных Арабских Эмиратов прибыла гуманитарная помощь для жителей Баткенской области, сообщила пресс-служба МИД. В рамках сотрудничества двух стран прибыл специальный рейс, который доставил 54 тонны продовольственных товаров. Стоит отметить, также команда Красного полумесяца Кыргызстан в городе Баткен продолжает обеспечивать питание и психологическую поддержку эвакуированным в пунктах временного размещения людям в Баткене. Красный полумесяц Кыргызстана продолжает экстренный сбор средств для оказания помощи перемещенному населению и пострадавшим. На этом у меня все. Не забывайте оставлять свои мнения. Это был блог «Кстати» и я его ведущая Сезим Имамадеева. Всем мира и добра.